Каймас. Начинаем. С этого слова полвека назад началась активная фаза национального движения крымских татар за возвращение на родину. В 1964 году группа крымских татар, среди которых были высокопоставленные чиновники, государственные деятели, участники Великой Отечественной войны, собираются в очень тесном кругу и принимают решения. Так как государство не собирается восстанавливать справедливость, пора поднимать народ, чтобы начать общенациональное движение за возвращение в Крым. Среди них были Джеббар Акимов и Юсуф Болат, которым было поручено передать этот сигнал авторитетнейшему человеку, к мнению которого прислушивались крымские татары, бывшему разведчику генерального штаба партизан Бекиру Османову. Письмо Османову доставил Лютфи Бекиров. На листе бумаги только одно слово, которого было достаточно, чтобы понять – крымские татары начинают борьбу за возвращение домой. Мен Бекир ағам барып таптым. Неден? Больницада жүрегін хастауынан лечение. И вот шықты тышарға бір столға отырдық. Мен айттым, мына сізге дедім, Беговаттан хабар кетірдім дедім. Мынау кağıt çıkın жіберілер деді. Мен оңа столға қолларым қойдым да біле. О бері ал қолларың деді. Барған жеріңе ыс қалдырма деді. Тогда, в 1964 году, активисты поклялись быть преданными движению до конца. Во всех регионах Узбекистана люди объединялись в инициативные группы. Они были созданы в Ташкенте, Самарканде, Янгиюле, Ангрене и других городах. Бекобатская инициативная группа насчитывала всего 11 человек. Среди них был и Лютфи Бекиров. Он стал агитировать крымских татар включиться в движение. Люди охотно соглашались. Уже к 1968 году только в Бекобатской инициативной группе было около 100 активистов. На первом этапе их деятельности использовались в основном петиционные формы. Это сбор подписей под обращениями и письмами к представителям власти, попытки добиться личного приема с чиновниками и партийными функционерами, составление информационных листков. Кто-то сегодня скажет, подумаешь, какие-то письма писали. Но современникам тех событий хорошо известно. В условиях советского режима, где любое инакомыслие каралось самыми жестокими мерами, это была настоящая борьба. Особенно, когда наступил новый этап активных действий, когда крымские татары уже не просили, а требовали восстановить их права. Повсеместно начали проводиться митинги и демонстрации, которые жестоко подавляются властями. В 1966 году Лютфи Бекиров берет в свои руки организацию митинга в Бекобаде. Людей удалось собрать всего за 2 часа. O militçe sardı bizim. Biz 3 tane kalça aldık. Lenin pamitliğini. 3 tane kalça militçe bizi koparıp koyamadı, varına alamadılar, vermedik. Лютфи Бекирова арестовали на следующее утро. За организацию митинга его посадили на 15 суток. Это был его первый срок. Любое мероприятие при участии крымских татар теперь проходило под пристальным наблюдением правоохранительных органов. Они были участниками даже молебнов на кладбищах 18 мая. Не говоря уже о возложении цветов к памятнику Ленина 18 октября, день создания Крымской АССР. Но крымские татары не прекращали борьбу за возвращение на родину, и это дало свои результаты. В 1968 году, когда после упорных обращений активистов к властям небольшие группы крымских татар начали по так называемой вербовке отправлять в Крым, участники национального движения, не раздумывая, записывались в списки желающих. Во вторую волну вербовки попал и Лютфи Бекиров. Активист, который помогал держать связь между участниками движения в местах ссылки, теперь должен был связывать Крым и Узбекистан. Бардым Джеббарға айттым, мына böyle şey dedim. Evet Lütfi ket dedi Özbekistan'a, ne Kırım'a dedim. Kureş anda da керек dedi. Семья Лютфи Бекирова попала в село Некрасово Красногвардейского района. Сюда перевезли 18 крымско-татарских семей. По тем временам это было самое большое поселение крымских татар в Крыму. И самое организованное. Лютфи Бекирову вместе с единомышленниками и здесь удалось собрать группу активистов, которые продолжали бороться за свои права. К движению присоединялась и молодежь.
Мы очень боялись потеряться в Крыму из-за того, что нас мало. Поэтому мы собирались, знакомились. Ну и, конечно, основной задачей нашей было это сбор фактов репрессий со стороны власти. Мы собирали в каждом селе, где проходили репрессии против крымских татар, факты. И документальные, и словесные факты, и фотодокументы, и выселенных семей, и разрушенных домов. И все это собиралось в одно место, и каким-то образом это отправлялось туда, где печатался самиздат. На родине крымских татар не ждали. Здесь, на своей земле, они были чужаками. Им не давали прописываться в своих домах, потом арестовывали за нарушение паспортного режима и даже повторно выселяли. Бұлардың бүтін япқаны біздің халқын көзін қорқызып, мында қашырмақ еді. Бірда Өзбекстанға, что біз бірда көтерілмейік, мында кемей. Аңладыңыз ба? Мында пек бағабан зұлым oldu. Частые облавы и обыски – обычное дело для тех времен. В 1979 году в село Некрасово, где жил Лютфи Ага, и другие инициативники, заехали правоохранители, чтобы выселить крымского татарина, который, вернувшись в Крым, занял свободный дом в этом селе. Крымские татары вступили за своего соотечественника. Тогда задержали 24 человека. 3 из них дали тюремные сроки. Лютфи Бекиров сел на 4 года. Это был его 3-й тюремный срок. До этого, ранее, в 1972 году, он отсидел 2,5 года за то, что дал сдачи пьяному мужчине, зашедшему в его двор. Вербовочная кампания, не успев начаться, очень быстро закончилась. Воспользоваться ею смогли лишь около 200 семей. Для остальных крымских татар путь на родину был снова закрыт. И тот, кто на свой страх и риск решался на это, подвергался новым гонениям, вплоть до повторной депортации. Поэтому, кроме борьбы политической, в Крыму пришлось вести и борьбу за жизнь, за простое человеческое существование. Отсутствие прописки, работы, сложнейшие экономические условия. Крымские татары, вернувшись на родину, не узнали свой полуостров. От прежнего цветущего райского уголка не осталось и следа. Всюду запустение и тоска. Полуразрушенные дома, заброшенные огороды и сады, казалось, забыли, когда последний раз к ним прикасалась заботливая рука. Biz Kırım'a geldik, bir tane pomidor yoktur. Aşama pomidor yok. Biz urluk getirdik Moskva'dan. Başladık saçma akbarlar, başladık halka anlatma. Saçınız, başlayınız bunda yaşama, temel kuracağımız bunda. Ne kadar kıyın olsa da temel kuracağımız. Скоро сады и огороды в Некрасово стали достопримечательностью. Посмотреть на это рукотворное чудо цветения и научиться выращивать такой же урожай приезжали со всего Крыма. Cankoy bazarı bizge maşına verdi. Getirin bizim bazara başka yerge okutmayık. Buna maşınasız gidip. Bizge maşına verip bizler pomidorlarından da taşıyık. Anda satamız. Обустраивать свои дома, работать на приусадебных участках приходилось вечерами. Днем крымские татары, которые вернулись по вербовке, должны были работать на государство. Жители села Некрасово каждый день по 8 часов трудились на виноградниках. К другой работе крымских татар не допускали. Даже когда в село привезли токарный станок, Лютфи Ага, который с 14 лет занимался токарным делом, не разрешили на нем работать. Benim ben sizge çalışayım diyeyim, sanıktayım. Yok diyeyim. Gerek mi bizge böyle bir şey bilmeyen Tatarlar diyor. Ani думаю, что мы дикие. Особенно трудно приходилось в то время женщинам. На их хрупкие плечи были возложены не только традиционные заботы о доме и детях. Они были рядом с мужчинами и в национальном движении. И на них, хранительницах очага, была возложена обязанность сохранить национальный быт и традиции своего народа. Мы готовились когда к свадьбе, определились со днем, со всем и решили чисто в национальном стиле его провести. Шили платье, но самое главное было в наших костюмах. У Рустема был халпах, а у меня фес
и Хушах еще моей бабушки. И, ну, конечно, время свое сделало, тканевая часть вся истрепалась, и надо было все возобновлять. Лютфи Бекиров, включившись в национальные движения крымских татар, одним из первых всегда был сторонником ненасильственной борьбы. Он всегда спокоен и миролюбив. Больше полвека назад Лютфи Ага поклялся посвятить всю свою жизнь возвращению крымских татар на родину, и он остался верен своей клятве по сей день. Привыкший всю жизнь работать, не тратя ни минуты жизни зря, он и сейчас в свои почти 90 лет не сидит на месте. Помогает детям по хозяйству, учит, как правильно ухаживать за деревьями. Ведь для него родина – это сад, который надо уберечь от непогоды и болезней, чтобы каждую весну он мог зацвести и каждую осень дать урожай. Чтобы под его деревьями росли и взрослели дети, чтобы Крым больше никогда не стал выжженной землей. On sekizgi keldi yaşım, bir belaga oğradı başım. Onda kıza nişan verdim, lakin dostlar ben aldandım. Yaş yüreğim otha yandı ya.